экслибрис мы знакомим вас с творческими портретами известных художников Республики Коми, выделяя особенности творчества каждого профессионального мастера. Сергей Асташев, о котором мы расскажем сегодня, привлекает внимание не только незаурядной внешностью. На мой взгляд, он похож на крупного немецкого художника Альбрехта Дюрера, жившего в конце 15-го, начале 16 веков, но и многогранностью таланта. Нетрадиционная манера письма, своеобразный подход к теме картин – все это, несомненно, выделяет живописца в ряду ведущих художников нашей республики. Холсты Асташева всегда современны, а поскольку Сергей – поэт и романтик, то работы его поэтичны и музыкальны. Каждая выполнена в определенной тональности, то грустно-минорной, то мажорно-приподнятой, то умиротворенной. Сегодня художник работает во всех жанрах, отдавая явное предпочтение пейзажу. Сергей родился в городе Коврове Владимирской области. Формирование творческой личности началось в изо-студии Дома пионеров. Продолжалось в стенах Ивановского художественного училища, после окончания которого в 1972 году Сергей Асташев приехал в Сыктывкар и много лет проработал в Коми художественно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР. В Сыктывкаре начинается творческая деятельность молодого художника, наделенного образным восприятием окружающего мира и тонким эстетическим вкусом. Его ранние работы чаще обращены к человеческим эмоциям. Поскольку живописец трактует явления, события как некий символ, в картинах молодого Асташева обилие иносказательных деталей, гротеска, гиперболы. Увидеть его ранние работы помогут фрагменты документального киноочерка «Тебе дарю я твой портрет», снятый на гостелерадио Коми СССР в 1984 году. Этого художника я знаю уже давно. Вернее, знала его работы. А познакомились мы с ним недавно. И тогда он предложил написать мой портрет. Впервые его работы я увидела несколько лет назад на выставке, которая проходила в студенческом клубе Сыктывкарского университета, где он был представлен несколькими картинами. Помню, тогда меня удивило вот это – автопортрет. И я запомнила фамилию автора – Асташев. В газете «Молодежь Севера» за 79 год. Сергей, ты в интервью журналистам тогда сказал, вот, сейчас, так, вот, картина похожа чем-то на ребенка. Если ты ее носишь в себе, то не можешь не родить. Ну а порой рождаются такие дети, что воспитывать их не хочется. Вот автопортрет, например, воспитывать я буду. Прошло время, как ты теперь относишься к этой работе? Времени, конечно, прошло немало, поэтому отношение к ней, естественно, изменилось. Просто в то время я работал немножко по-другому. Если я раньше, например, смотрел только на такие вещи, как сама идея картины, и меня как-то мало волновало вопрос живописи, то сейчас это все целиком, потому что все это все едино. И живопись, сама живопись, я имею в виду техника, и форма, и подача, и идея, все вместе составляет картину, в общем-то. И поэтому к этой работе я уже отношусь не очень хорошо, потому что мне как раз вот эти задачи живописного плана не решены. Когда Сергей Асташев только начинал работать, многие не хотели понимать его. 10 лет прошло, чтобы это непонимание сменилось интересом. Я читаю отзывы с персональной выставки работ художника. За творчеством Сергея Асташева следим давно.
Еще и еще раз убеждаемся, что это ищущий и неординарный человек. Или вот еще один отзыв. Интересно по форме, необычно. Но какое-то постоянное ожидание, даже не от отдельной работы, а вообще от художника, чего-то большего. А кисть у вас сильная, умелая. Вы сможете достичь многого. Только, пожалуйста, работайте. Постепенно в процессе роста профессионального мастерства живопись Сергея Асташева эволюционирует. Художника интересуют не столько конструктивные, сколько живописные задачи. Он больше работает цветом, увеличивая колористическую выразительность своих холстов, проявляя свою индивидуальность. Живописцу порой хочется увеличить диапазон творческих возможностей, и он с увлечением работает с металлом, создавая оригинальные композиции. В мастерской художника хранится цикл работ, посвященный жертвам царского режима, революции, сталинского режима, периода застоя. И последней работы «Зеркальная пустота медного пространства», новые жертвы, которые еще, возможно, будут. Поездки на полуостров Ямал, к строителям Печорской ГРЭС, к лесозаготовителям Удровского района, к нефтяникам Усинска не только позволили живописцу познакомиться с людьми и жизнью Республики Коми, они помогли собрать богатый этюдный материал и выбрать темы картины. Философ по натуре, в своих художественных произведениях он раскрывает свой взгляд на окружающий мир. Я на эту тему, честно говоря, не думал, что значит может быть философский подход, не философский. Природа, она есть природа. Она диктует то, что есть на самом деле. Я натуралист, думаю, скорее всего, про себя. Самый такой обыкновенный. А то, что получается, может быть, там со стороны кажется, может быть. Нет, потому что меня действительно трогают иногда моменты, именно те, которые совершенно не те красивые, вот, прилизанные какие-то, вот те, которые идут для фотографий, для журналов, для обложек и все прочее. А есть такие моменты, которые, может быть, в чем-то, может быть, в чем-то и пытаюсь действительно философствовать. Ты меня немножко на эту тему подвинул, да, может быть, и так, отчасти. Потому что я вспоминаю просто работы, которые делал вот, по Каспийскому морю. Все время, да, попытка вот, что-то такое немножечко как бы монументальное, да, чуть-чуть, может быть, чуть-чуть есть, может быть. Поездки с творческими группами на пленэры, организованные Ассоциацией Европейский Север по древней Вологодской земле, в Соловецкий монастырь Архангельской области, дали большой эмоциональный заряд и позволили написать огромное количество этюдов. Темы, задуманные в поездках, воплощаются в картины мастерской художника. Сергея Асташева связывает долгие годы дружбы с геологами. Им пройдены сотни километров в составе экспедиций. Ямал, Пайхой, Приполярный Урал. Художника и геологов объединяет жажда познания и открытия мира, родство душ. Живописец делится своими впечатлениями о красоте Приполярного Урала. Когда едешь по горам, по долам, то, естественно, понимаешь, что каждый день это уходящий. Его нужно отработать. И поэтому действительно я с поездок, как правило, привозил много работ. То есть 30-40 по-всякому. Это понятно. Что просто жалко времени. Потому что уезжаешь за 1000 километров, или идешь там за 50 километров пешком, только ради того, чтобы пройти туда-сюда, что ли? Нет, конечно. И поэтому оттуда тащишь. Любая поездка, конечно, это взлет. То есть это куча адреналина в кровь. И отрабатываешь каждый день. И когда приехал на Урал, я подумал, господи, что же я тут делать-то буду? Эти картиночки, что ли, красить? Я их мог бы и дома накрасить.
По Вот. памяти. Да. Но прошла неделя, потом пошла вторая. Я ходил, болтался туда-сюда. И в конечном итоге все равно как-то все равно съехал. Ну, нашел какие-то моменты, те, которые возрадовали меня. В составе творческих групп художников Республики Коми Асташев побывал в Польше, Германии, Болгарии и сделал вывод: хороша страна Болгария, но Россия лучше всех. Наверное, ты хотел бы меня спросить, а хотел бы я уехать к чертовой матери? А я отвечу тебе, нет, не хочу. За долгие творческие годы накопилось большое количество холстов, выстраданных и созданных Сергеем, которые тяжким бременем давят на душу автора. Постепенно мое интервью с Сергеем Асташевым перешло в общую беседу о творчестве живописца и о судьбе его картин. Хотелось бы большого пожара. Потому что вот этот груз всего навороченного, он становится слишком тяжким. И картинки, и картонки, и железяки, которые там в доме художника. Вот я только что на днях занимался тем, что попробовал отсортировать и выбросить весь хлам, который все это копится. И это тоже психологический груз. Вот эти картинки, это все то же самое. Это получается просто тяжкий груз. Поэтому хотелось бы, чтобы только не самому поджигать, а чтобы он как-то взял и случился этот пожар, чтобы все это в мозгах, по крайней мере, сгорело. И чтобы я был свободен. А то все начать сначала. Тогда было бы здорово. А так, получается так, что я очень часто залезаю в эти материалы, в эти бумаги бесконечные, рисунки, все это перебираю. А этого уже не надо, это уже все проехали. А жалко. Нет движения вперед нормального. А если вот взять и подарить? Раздарить все картины. Жалко. Жабы душат. Вот, кстати, ты не помнишь, кто-то из... Хотя и так, в принципе, так и получается все время дальше. Вообще, в последнее время особенно. Только все уходит на подарок. Извини, перебил. Нормально все. То есть это тоже любопытно для меня. То есть больше даришь, нежели... Чем продаешь. Потому что иногда стыдно продавать за такую сумму, поэтому лучше подарить. И это как-то... За такие суммы вообще даже разбирать нечего. То есть я правильно тебя поняла? За дорого не покупают, за дешево просто не хочется продавать. И то есть поэтому получается такая ситуация, что лучше подарить. Иногда лучше подарить. Но вот ты, наверное, вспомнишь, я забыла, кто-то сказал, почему работы художников стоят так дорого. Я имею в виду работы мастеров, да? И, по-моему, ответ был такой, что потому что в эти удачные работы входит стоимость всех неудач. Конечно, нет. Каждая работа, независимо, сколько она делается, может, она делается и за 2 часа, но она делается еще до этого всю жизнь. Это весь практический опыт, он туда, в общем-то, и закладывается. Конечно. И поэтому нормальный художник почему он ценится? То есть он зарабатывает себе имидж тем, что он уже сделал, то, что у него сзади. И бывает такое, что он сделал какую-то, может быть, маленькую, вроде бы, с одной стороны, смотрят на выставки и думают, да что ж такое, я и сам накрашу. Возьми ты накрась, по идее-то. Но что она будет стоить? Потому что это движение кисти уже того художника, который себя заработал на высоту. И потому что его знают, потому что он
себя в этом смысле никогда не предавал. Он, если дрянь, он обязательно ее уничтожал в конечном итоге, либо переделал, либо что-то. То есть у него не оставалось дрянь. Она может быть неказистая, а внутри она все равно несет. И для того зрителя, который не понимает, он видит только изображение, а другой зритель подойдет. Ведь не для каждого зрителя художник. Один художник для одного зрителя, другой для другого. Это нормальное явление. Вот. И поэтому это нормально и естественно, что работы должны оцениваться по художнику, а не по, в конечном итоге, даже не по изображению. То есть сначала художник работает на свое имя, а потом имя работает на это. В конечном итоге, да. А скажи, много работ ты уничтожил своих? Ну, прилично, конечно. Ну, я не считаю, сколько и как. Я просто... я не такой азартный, чтобы взять и вскочить и растоптать холст, там, предположим, да? Там, порешить его ножом. Я просто могу смахнуть на стихину и заново сделать. Или другую тему поднять. Или бросить ее на время. Записывайте, может быть. Либо запишу, либо она стоит годами, может быть, стоять. Записывайте. Недоделанная просто. Она такая-то порой остается. Некоторые, которые я вроде чувствую, что тема-то нормальная, а я ее просто не могу решить. А потом проходит время, я уже не хочу ее решать, эту тему. И в конечном итоге эту холст берешь тихонечко, раз, и другую на нее. Вот меня интересует судьба Маргариты. Вот я сейчас вижу просто фрагмент этого холста. Ну, А, той Маргариты. Той Маргариты. Та не Маргарита, та фаэтон уже называлась, как бы. я правильно тогда поняла, что на тех съемках, которые у нас были тогда, в 1984 году, Все-таки сбой произошел. и Да. ты не смог ее сделать? Сбой произошел, да. То есть вы как раз вошли. А в конечном итоге, может быть, и к удаче, потому что не надо было ее заканчивать. Может быть, в том виде и нужно оставить, каком она была тогда, на том этапе. Я так пока и оставил. Одной из движущих сил творчества является эмоциональный настрой души, которая обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Об этом состоянии души делится своими мыслями художник. Перед тем, как мы начали снимать сегодняшний наш разговор, ты сказал, что ты очень устал от жизни. Как сказать от жизни? Я устал от этой... утомляет много. Ну, во-первых, не дала, не разрешила, как женщина, перестройка. А это уже годы и годы. Это все утомляет страшно. Суть осталась вся та же. Невыносимо много. Это все ложится каким-то грузом. Сейчас всем тяжело, в смысле материально. Там, с деньгами проблемы, с перетурбацией. Я не за то время, ни в коем случае. Не за то время не хочется. Ни в коем разе. Но это время утомило. Утомило просто. Ну, насколько я понимаю, все творческие личности очень чувствительные личности. И, может быть, нечто такое витает в атмосфере, что ты улавливаешь, и тебя это угнетает. Может быть, да, может быть. Потому что я еще когда был в Германии, то есть интуиция у меня все-таки есть, это знаю. Потому что я многие штуки предвидел, как бы. Но такие-то вещи вообще предвидеть было довольно просто, даже издалека. Вот, в частности, тогда я ехал в Германию, точно знал, что я приеду,
и попаду в эту Вот что самое. революционную эту путчевую ситуацию. И мы буквально в день проскочили. Буквально в день. И на следующий день эта заваруха началась. Сталин делали. А состояние было, мне не хотелось в Россию ехать. И там оставаться не хотелось. Вот так, примерно так. И, конечно, а вот этот, просто я чувствую вот этот затяжной характер вот этой, всего этого, в конечном итоге, бардака, он еще продлится довольно долго. Жалко, что в это время прекрасное, которое он пророчит, жить не придется. Ни мне, ни тебе. Понятно. Вот мне любопытно еще узнать, как ты относишься к своей популярности, к своей известности? Ой, Во да, всяком случае, фу, в республике ты никак. очень известен. Никак не относится. Мне это даже не то, что Ну, неприятно. я ее не заслуживаю, вот в чем дело, этой популярности. Потому что, когда я что-то сделаю, я чувствую себя гордым просто за сделанное, там, какое-то короткое время. А просто все равно все не так, и все неправильно. А это в основном мне в большей степени мешает. Потому что, я не знаю, с этим связано или не с этим. Ну, конечно, у меня поведение может быть не совсем адекватное тому пониманию, которое обычно Ну, всё понятно. между людьми происходит. Ну, так же, как, например, сейчас в этом подъезде жил. Что там я под шпилем жил. Это вот бесконечные доносы с нижнего этажа, там, что я такой секой плохой. И на основе этих доносов, предположим, могут вынести какая-нибудь там администрация городская, там, только на основе. Не по закону, не по фактам, а на основе доносов, по сути. То и все. То же самое сейчас происходит, уже начинается здесь. Какая-то там, предположим, тетя с какого-то, бог знает с какого этажа, может сказать то же самое. Потому что здесь в мастерской кто-то ночью ночует и ходит. Хоть стой, хоть падай, понимаешь? Что это, как это можно понимать все? Ну, наверное, Непонятно. просто люди не понимают, что для тебя работа — это не есть как таковая работа в понимании многих людей, а это просто образ понятно. жизни. Да. Так, Да. ну вот, поскольку вот это вот непонимание происходит, то есть с таким успехом это, предположим, телега, назовем ее не доносом, а телегой, предположим, будет написано куда-нибудь, и я буду, опять я буду в позиции человека, который оправдывается. Извините, но что я сделал? Ты виноват. Ты неправильно шагаешь по лестнице. Надо ступать с левой ноги, а ты с правой ступаешь на первой ступени. У тебя растут два сына. Да. Ты хотел бы, чтобы они стали художниками? Я этого страшно не хотел. Ужасно. Я все сделал для того, чтобы они не были художниками. Но они стали музыкантами. Это еще хуже. Это еще хуже, кстати. Есть такое представление у многих людей, что творческий человек — это чуть ли не богема, это прекрасная жизнь. Не надо ходить на службу там, с 9 до 6 и так далее. Нет, это понятно. Но дело в том, что каждый человек в этом смысле рожден. Либо ходить на службу и чувствовать себя человеком, либо не ходить на службу и именно поэтому чувствовать себя человеком. Вот это не проблема. Просто так люди по-разному рождаются. Один вот крестьянин, он ведь не ходит на службу, но он пашет с утра до вечера. Он встает с 5 и пока там солнце не сядет. Но он не считает это службой. Для него это радость отдачи труду, просто элементарно. И есть люди, которые, да, ну,
может быть, такого же порядка, как я, который любит поспать. Раньше 10 их лучше не трогать, потому что это будет чудовище. Да. Но зато их не заставишь лечь. И я не виноват, что у меня вот младший, он точно такой же. Его не заставишь заснуть. Зато Вечером, утром, да? да, зато утром его добудиться, это колоссальная проблема. То есть психологически, он не психологически, а вот это вот конструктивно, он уже готов именно вот к такому образу жизни. Наследственный, наверное. Свое предназначение в жизни художник видит в росте профессионального мастерства, в глубине мыслей и идей, заложенных в картинах. В конечном итоге, наверное, какой-то что-то мы с годами утрачиваем, очень могучее. Вот, может быть, как хотя бы такие понятия, как любовь. Они куда-то исчезают. Вот, может быть, вот этого состояния. Не обязательно любовь в понятии жизни, в смысле женщины, а вот это состояние. Состояние влюбленности, Да. может быть, даже. Да, да. Дело в том, что вот у меня был такой опыт. Я общалась с женщиной, которой было 92 года. И когда я у нее спросила, в чем секрет ее долголетия, она очень энергичная женщина. Она сказала, что я постоянно нахожусь в состоянии влюбленности. Вот сейчас, она вернулась как раз тогда, когда мы с ней встретились, она вернулась из Аргентины. Она сказала, я влюблена в снег, потому что я его много-много лет вообще не видела. Может быть, вот как раз подпитка такая энергетическая. Вот что, вот, а в этом должен быть какой-то произойти, может быть, даже словом шестеренки в голове. Я не знаю, чтобы она прокрутилась, чтобы вот это вот, находить вот это вот. Да, конечно. Нет, когда одно дело в природе, там, фрагменты, да, это я все понимаю, все это здорово. Но я немножко больше хотел. Не только состояние влюбленности в снег. Это да, это хорошо. Примитив. Ну, нет, это не скажу примитив. Это для жизни, это может быть и достаточно. А для Вот того, именно. чтобы для работы, это маловато. Для дела, как бы, для своего. В контексте разговора так одна мысль прозвучала, но я как-то не договорил. Наверное, нужно было ее сказать. Я имею в виду то, что, может быть, самое важное в жизни, как формулу нести в себе, это, которую, собственно, для себя вывел, может быть, не только сам, может быть, не один я. Это движение вперед. Должно быть. Должно быть. Я ее просто вывел-то по тундре, в горах. Это логично, все понятно, да? Там даже так, просто, когда холодно, если не будешь двигаться, можно замерзнуть. Тем более с моей арматурой, без жировой подкладки, очень сложно. И поэтому даже просто физическая работа, или просто двигаешься, двигаться. И вот эта формула, она как-то должна участвовать в нашей в такой обыкновенной жизни. Переносится сюда, и я думаю, что это справедливо. Сергей Асташев был и остается художником, работы которого волнуют, привлекают к себе свежестью восприятия мира, изысканной палитрой, серьезностью проблем, стоящих перед автором, виртуозностью и оригинальностью их живописного решения.